Михаил Коляда лидирует в мужском одиночном катании после короткой программы на чемпионате России, который проходит в Челябинске. За свой прокат он получил 102,48 балла. Вторым идет Макар Игнатов, тройку лидеров замыкает Марк Кондратюк. В соревновании спортивных пар также по итогам короткой программы первыми идут Евгения Тарасова и Владимир Морозов, чей прокат судьи оценили 80,65 балла. Второе место занимает Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Третье – Дарья Павлюченко и Денис Хадыгин. Среди танцевальных пар после ритм-танца лидируют Александра Степанова и Иван Букин, получившие 87,28 балла. Вторыми идут Тиффани Загорский и Джонатан Гурейра. Третьими – Анастасия Скопцова и Кирилл Олешин. Хоккеисты молодежной сборной России со счетом 0-1 проиграли команде Канады в товарищеском матче. Встреча прошла в Эдмонтоне. Единственную шайбу на 44-й минуте встречи забросил Джейми Драйсдейл. Эта игра стала контрольной перед стартом чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет, который пройдет там же, в Эдмонтоне. Россияне сыграют в группе «Б», где их соперниками будут сборные США, Чехии, Австрии и Швеции. В первом матче предварительной стадии турнира наша команда сыграет с американцами. Встреча состоится 26 декабря. Казанский «Акбарс» выиграл у московского «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 2-7. В составе победителей дубль оформил Стефан Дакоста. По одной шайбе забросили Дмитрий Воронков, Михаил Глухов, Найджел Доус, Никита Дыняк и Михаил Фисенко. У хозяев льда отличились Илья Круглов и Дмитрий Кагарлицкий. «Акбарс» одержал 8-ю победу подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 64 очка. Столичные хоккеисты идут четвертыми на Западе, имея в активе 48 пунктов. В следующем матче 6 января казанцы дома вновь сыграют с динамовцами, которые до этого 26 декабря сойдутся с петербургским «СКА». Польский форвард немецкой Баварии Роберт Левандовский признан лучшим футболистом 2020 года по версии британской газеты The Guardian. Второе место в рейтинге занял аргентинский нападающий испанской Барселоны Лионель Месси. Третье место его коллега по амплуа португалец Криштиану Роналдо из итальянского Ювентуса. В сезоне 2019-2020 Левандовский вместе с Баварией стал победителем Лиги чемпионов, а также чемпионата, Кубка и Суперкубка Германии. Польский бомбардир забил 55 голов и сделал 10 голевых передач. Напомним, ранее он был признан игроком года по версии Международной федерации футбола. Перейдем к событиям нашего региона. Якутянка Регина Петрова заняла второе место в индивидуальной гонке на 7,5 километров на всероссийских соревнованиях по биатлону, которые прошли в Екатеринбурге. Как сообщает «Спорт Якутии», воспитанница Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва показала результат 32 минуты 7 минут и 6 секунд. Также Петрова выступила в спринте на 4,5 километра и с 3 штрафными заняла 5-е место. Якутские каратисты завоевали 5 медалей на всероссийских соревнованиях по кёкюсинкай. Участниками старта, прошедшего в Новосибирске, стали порядка 400 спортсменов из 21 региона страны. Якутские спортсмены стали обладателями 1 золотой, 3 серебряных и 1 бронзовой награды. Медаль высшего достоинства в копилку команды принесла Карина Бронникова из Ленска. Она взошла на высшую ступень пьедестала, одержав 3 победы в 3 поединках. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!